новом отопительном сезоне тариф увеличился на 3%, при этом объемы потребления снизились на 20%. Все это повлияло на суммы, которые оплачивают жители республики. Обсудим тему содержания жилья прямо сейчас в программе интервью. Сегодня наш гость – председатель Комитета Государственного собрания Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Подтверждайте эти цифры. Что видит рабочая группа, которая занимается контролем и следит за ситуацией по отоплению? Ну, наверное, можно констатировать, что рабочая группа все-таки не зря поработала, потому что это не просто зима теплее выдалась, поэтому стали меньше потреблять, хотя, наверное, этот фактор тоже наверняка присутствует. Понимаете, к приемке подготовки к текущему отопительному сезону была проделана все-таки, ну, я бы сказал, беспрецедентная работа по подготовке жилфонду к пресечению этого процесса. В частности, Госжилинспекция уделяла внимание проверке не только, скажем, систем, внутридомовых систем отопления, но смотрелись, то есть был комплексный подход, смотрелись фасады, кровли, окна, двери и так далее, ревизия тепловых пунктов и так далее. И все вот это вкупе и многое другое, ну, наверное, дало какой-то положительный результат. И те проблемы, которые, скажем, еще год назад были системными, но сегодня они скорее уже носят характер рабочих моментов. Ну, вообще рабочая группа работает, извиняюсь за тавтологию, уже 3-й год. Да? Какие основные результаты ее вы можете назвать? Ну, наверное, основной результат то, что каким задачи ставили, во-первых, да? Во-первых, мы должны были определить для себя, что происходит, почему это происходит и что делать дальше. И, в общем-то, все эти задачи, я считаю, были выполнены. Почему все это произошло? Мы поняли, что делать дальше. Мы тоже поняли и сформулировали это в перечне рекомендаций, которые необходимо реализовать для того, чтобы этого не было. И спасибо администрации городского округа города Уфа, эти рекомендации в полном объеме были включены в состав комплексного плана по подготовке и прохождению текущего отопительного сезона. Я считаю, те позитивные моменты, которые сегодня мы видим, они безусловно есть, они точно есть. Ну, наверное, есть и наш вклад скромный в это дело. Эффективность колл-центра в Уфе, который как раз принимает жалобы от жителей, в том числе и по вопросам отопления, показал ли? Безусловно. Об этом говорит хотя бы количество обращений, которые туда поступают. Если горячая линия в начале работы колл-центра она была действительно горячей, то сегодня температура этого телефона она снизилась в разы. Николай Анатольевич, мы знаем, что ваш коллега по парламенту, представитель партии КПРФ Юнир Кутлугушин, предложил провести парламентские слушания по стоимости отопления. Как вы можете прокомментировать вот эту инициативу? Вы знаете, да не только мое мнение, что любое расследование, но оно должно быть подтверждено какими-то побудительными мотивами. Да? Сегодня мы видим, что количество жалоб, которые поступают, ну, по упомянутому вашему оперативному штабу, да, колл-центру уфимскому, в частности. Далее, не далее, как вчера, на заседании нашего комитета, председатель Госкомитета по жилищному строительному надзору Агапов Андрей Владимирович озвучил такие цифры. Количество обращений, которые поступают по линии данного Госкомитета, который рассматривается его инспекторским составом, да, а это основной наш Госкомитет, который вот у нас 3 этих проверочных мероприятия находится. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество заявлений снизилось в 4 раза. Количество обращений по горячей линии снизилось более чем в 3 раза. Ну, то есть, если мы не решили сегодня все проблемы, мы, конечно, их все не решили, но говорить об эскалации напряженности здесь явно не стоит. Можно говорить о стабилизации и, в общем-то, о движении вверх в этих вопросах. Далее напоминаю, что наша рабочая группа продолжает работать достаточно эффективно. Кстати, о результатах работы я в прошедшем году докладывал неоднократно на пленарных заседаниях Госсобрания, и эти доклады были приняты. Далее, в прошлом году, в конце прошлого года, создана рабочая группа по линии, по соответствии с распоряжением премьер-министра. Туда вошли представители администрации главы республики, естественно, руководители республиканских органов исполнительной власти профильных, упомянутых уже Госкомитетов, Госкомитета по тарифам, в том числе администрация города Уфы. И тоже, безусловно, это очень эффективная работа. Представители МЖКХ, Госкомтарифа, Госжилинспекции, наши постоянные гости, участники и докладчики. И формировать какие-то еще дополнительные, создавать дополнительные формирования, которые бы здесь, ну вот на наш взгляд, и вчера он был подтвержден решением нашего комитета, это избыточно. И дублирование существующих структур.
Как вы считаете, каким все-таки пройдет вот этот отопительный сезон? Он еще продолжается, но каким он все-таки будет? Ну, знаете, хочется поплевать и постучать, что еще остается делать. Но те меры, которые были предприняты в ходе подготовки к нему, ну, так, как подготовишься, так и проведешь. Ну, так вот, такого количества такого комплекса мероприятий, которые были направлены на подготовку именно жилого фонда, сегодня в муниципалитетах, и особенно в Уфе, а о ней мы, собственно говоря, в основном ведь и говорим, да? Но вы знаете, вот честно, и это не отрицают в том числе и наши оппоненты, такого не было. Вы знаете, вот чего только стоит создание автоматизированной системы по учету энергетических ресурсов. Сегодня общепризнанно, вы знаете, это то, что существует в Уфе, это вообще-то на самом деле это самое передовое явление в Российской Федерации. Ни один город России сегодня такого не имеет. Когда мы сегодня в режиме реального времени можем не только учитывать расход в онлайне энергетических, причем всех ресурсов, не только отопления, электроэнергии тоже, и воды тоже. Такого нет нигде. И не только учет ресурсов, не только оперативное реагирование на какие-то аномальные явления, на какие-то отклонения, но и моментальное получение информации о возникновении внештатных ситуаций. Кстати говоря, общее количество внештатных ситуаций, которые возникли в ходе текущей эксплуатации этой системы, ну, где-то в районе 10 тысяч. Хотя она существует, вот, как говорят, без году недели. Да? Причем это много или мало? Это много. Это много. И около 5 тысяч, ну, такие более существенные. Но для миллионного города это... Ну, как бы это, наверное, явление, так сказать, не выдающееся, но тем не менее, если бы не было этой автоматизированной системы, ну, мы о многом бы могли и не знать, и просто за какие-то там утечки, перетопы просто бы платили жители. Вот вы говорите о снижении платы. У нас нет сегодня понятия перетопа, понимаете? Такого массового, системного, каким мы наблюдали в прошлом году. И более того, эта система сегодня готова предоставить свою базу, свои возможности не только муниципалитету, районам города Уфы, но и всем муниципалитетам Башкирии. Это особо ценно. Угу. Мы знаем, что сейчас жители оплачивают не каждый месяц, как это было раньше, да, в течение года, а именно только в холодное время. Как вы оцениваете такой подход? Вы знаете, оправдал себя? Вы знаете, вот нет однозначной оценки вот этой ситуации на самом деле. Но вот согласитесь, одну и ту же сумму в течение года, как проще платить? В течение 12 месяцев или в течение 8 месяцев? Ну, наверное, 12. Чем на дольшее время мы растягиваем платеж, но тем проще. Мы же не получаем зарплату на 3 месяца вперед, наверное. Но вообще возможен возврат к прежней схеме? Вряд ли. Прямо скажем, нет. Но по этой системе у нее есть мощный плюс. Это все понятно, это справедливо, это прозрачно. И гораздо правильнее оплачивать за услугу, которая предоставлена, а не та, которая будет предоставлена, скажем, еще через 4 месяца. Это правильно. Кстати говоря, все это сделано в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. В свое время это был предметом больших споров, больших дискуссий, результатом реализации в виде пилотного проекта в различных регионах Российской Федерации. И нам дали большой переходный период для того, чтобы прийти к этой системе. И история вся эта, она показывает, что это правильно. Угу. Николай Анатольевич, комитет, который вы возглавляете в Государственном собрании, каковы основные итоги деятельности вы можете назвать по итогам прошлого года? Вы знаете, наверное, основным следует назвать, и Константин Борисович Толкачев нас на это постоянно ориентирует, это все-таки свести к минимуму количество спящих законов, которые не работают, и контроль над уже принятыми законами. А сколько таких спящих законов? Ну, такой статистики нет, это понять условно. Имеется в виду, должна быть обеспечена эффективная вообще реализация этих законов. Если говорить в целом о результатах, скажем, прошлого года, ну вот, например, я считаю, ощутимым результатом явилась наша инициатива, законодательная инициатива по внесению в Кодекс об административных правонарушениях, а это прерогатива федерального законодательства, между прочим, и законы принимаются, естественно, на уровне Госдумы. Это, я почему об этом говорю, это в контексте нашего сегодняшнего разговора, это ужесточение ответственности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний по некорректному начислению платежей населению. Ну, как раз то, о чем мы сейчас говорим. Сегодня
мы доказали необходимость принятия закона, и, наверное, в ближайшее время, по крайней мере, в первом чтении он в Госдуме будет принят. На текущий год наши планы, они, в общем-то, не меняются. У нас есть забота, напоминаю, нерешенная проблема о восстановлении прав обманутых дольщиков. Уже ряд поправок к существующим законам в прошлом году были внесены. В этом году мы будем в порядке контроля обязательно, неоднократно наверняка рассмотрим дальнейший ход всей этой истории. При необходимости, наверное, могут быть и другие законодательные инициативы. Безопасность дорожного движения – предмет нашей компетенции. Но ожидаются, кстати, весеннюю сессию вот ряд поправок по безопасности дорожного движения. Да, совершенно верно, вы знаете. Давайте уточним жителям. Наши планы. Ну, если вы следите за работой немножко нашего комитета, давайте так, не будем далеко куда-то оглядывать и заглядывать, но буквально на вчерашнем заседании нашего комитета был рассмотрен вопрос о повышении ответственности участников движения в области железнодорожного транспорта. Мы все читаем, смотрим и видим, что там не все в порядке, да? Люди травмируются, люди гибнут. Например, так. Ну и конфискация автомобилей – это тоже резонансный такой законопроект. Ну а вы заметили, что на федеральном уровне, что он все больше и больше приобретает резонанс, звучание. Видимо, все-таки мы правильно подметили этот тренд и попытались внести свою лепту в решение этой проблемы тоже. Николай Анатольевич, это повод встретиться еще раз с вами и обсудить планы на весеннюю сессию подробнее. Договорились. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был председатель Государственного собрания Республики Башкортостан, Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.